5 минут. Ладно, надеюсь успеть вложиться в эти 5,5 минут. Вот обещал я нашим дорогим казахским братьям, атмосфера нашего села, Татарского края, где бок о бок жили казахи с татарами, они вот своего рода были, знаете, вот в школе как бы не учили чему-то, да, все равно воспитание они получали на улице. А на это воспитание на улице в немалой степени влияли что? Вот эти вот ментальность наших, значит, вот казахов, татар, которые там проживали, а они внушали своим детям в семье уважение к людям другой национальности, терпимость. Если бы они между собой бы там могли отпустить какие-то фразы, они бы на улице оказались, эти фразы, и дети, как хороший проводник всей информации, они бы передали, и у нас, конечно, не было того монолитного. Сейчас, к сожалению, уже такого, наверное, вот разбросаны все по селу, а тогда монолит. Это вот надо, знаете, хочу сказать, люди на межличностном уровне, даже родственники, не всегда общий язык находят. А у нас, вот я сколько помню, разные люди, разный менталитет, разные национальности, там, разные веры, там даже вот русские тоже чаще на татарском краю, все равно старались жить, соблюдая законы миролюбия, терпимости, включая религиозную терпимость, потому что там, допустим, ходили у нас православные свиней не держали на нашем краю села, чтобы не оскорблять религиозных чувств мусульман. Вот. И когда был, значит, праздники, стариков собирали, даже некоторых русских соседей православных приглашали. Вот у нас соседка была, тетя Маша покойная, Бадикова. И вот ее звали, а у нее дома, я говорил уже, лампада не гасла под иконой. А она сидела, подняв руки ладошкой, когда дуа читали, вот это бата. Она сидела вот так. И православные наши, значит, крещеная татарка, наши родители, Пали Кудагы, тоже так. Вот это я говорил, что великий жест веротерпимости. И никакая пропаганда здесь не работала. Советская. Нет. Она не призывала к веротерпимости, там, веры вообще нельзя было затрагивать. Но они собирались на этом маленьком пятачке территории, они все время татарский край. У них это было, знаете, в крови уже поколений. И я надеюсь, они пронесли сейчас вот в Одноклассниках, у нас все воспринимают. Мечеть наши радуются увидеть фотографии, православные лайки ставят, когда видят мечеть. Мы сожалеем вот то, что церковь разрушили когда-то, бывшую, потому что она нам близка была, это было здание, потому что там у нас Дом культуры, клуб был. Очень много приятных воспоминаний, детство связано. Детство наше в селе, как известно, не богато на всякие зрелища. Если бы там, не дай бог, раздоры были бы какие-то, я не думаю, что никакая пропаганда ни по телевизору, ни по радио, ни в школах бы, ни в партийных комсомольских организациях не работала бы. А именно в народе исподволь, вызревая всегда у нас эти плоды терпимости. Еще дореволюционно, когда татары прибыли на эти места, они с почитанием относились к религиозным вот этим. Я думаю, в какой-то мере, что они сохранились, это связано тоже. Я не скажу, что конкретно там какой-то народ другой бы. Нет, просто пропаганда партийная, она не позволила бы, допустим, бережнее так относиться к памятникам, значит, казахских, там, каких-то баев, там, еще кого-то, которые там на территории совхоза сохранились. Но так как были татары там и казахи, особенно татары первый год советской власти, потом казахи постепенно туда, значит, подобрались в село, начали расселяться. Я думаю, что этого мы не наблюдали бы. Вот татарский замечательный поговорка, может, у казахов есть: не выбирай дом, выбирай соседа. Я думаю, что нашим предкам повезло, что они рядом имели хорошего соседа. Или точнее, хороших соседей. Люди с разными характерами там, конечно. Я не скажу, что было всякое там, но не доводили, не обостряли эти. Чисто по-человеческой эмоции выражали, да. Но вот это никогда, как сказать, никто не старался приплести там национальный фактор какой-то. Нет, никогда этого не было. Просто чисто вот так вот было там иной раз, если
негатив по отношению друг к другу. Но это чисто на социальном уровне у нас проходило. На социально-бытовом уровне. Ну, вы поймете, расслоение в селе тоже никто не отменял. Материальное. Время заканчивается у меня. Будем завершать. Если что, вернемся к этой теме. Рахмет, аман, болыңыз. Спасибо.